Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ибрагимова Раиса Шибовна. Я учитель начальных классов в средней общеобразовательной школе номер 44 города Симферополя. Сегодня вашему вниманию я хотела бы представить мастер-класс по созданию интерактивной игры, презентации в программе PowerPoint. Так как информационные технологии в системе образования предъявляют новые требования к педагогам и их профессиональной компетентности, педагог сейчас должен не только уметь пользоваться компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, а также широко использовать их в своей педагогической деятельности. Я думаю, многие из вас в той или иной степени владеют программой PowerPoint, и все мы хотя бы раз создавали какие-либо презентации. Сегодня я хотела бы поделиться с вами технологией создания интерактивной игры в PowerPoint с помощью триггеров. Перед тем, как перейти непосредственно к мастер-классу, давайте разберем, что же такое триггер. Триггер – это интерактивное средство анимации, которое позволяет задать действие выделенному элементу. Запускается она по щелчку. Триггер можно применить к абсолютно любому объекту на слайде. Он срабатывает при наведении курсора по щелчку левой кнопкой мыши. Прежде чем заняться непосредственно созданием игры, хотелось бы продемонстрировать уже готовую игру, которую я создавала для предметной недели в нашей школе. Так как я являюсь учителем билингвального класса, эта игра у меня на крымско-татарском языке. Принцип игры напоминает игру «Самый умный». Здесь у нас представлены категории. И напротив каждой категории по 5 вопросов с разным количеством баллов. То есть количество баллов соответствует уровню сложности вопроса. Далее ученик, выбрав какой-либо вопрос из какой-то категории выбранной, нажимает, или мы можем сами на интерактивной доске, да, помочь ребенку нажать на данную кнопку, и мы попадем на соответствующий этой кнопке, этому количеству баллов вопрос. Прочитав вопрос, участник игры дает ответ, и тут мы можем вместе с детьми проверить правильность данного ответа, кликнув на такой вот смайлик. То есть, если мы кликнем на каком-нибудь другом месте, то ответ не появится, что и делает очень удобным данную игру. При случайном клике ничего никуда не переключается, пока мы не нажмем на соответствующий нам рисунок. То есть здесь мы можем нажать на смайлик, и появится ответ на данный вопрос. Далее, чтобы опять-таки не переключиться случайно на другую страничку, на другой слайд, мы с вами можем нажать вот тут данную кнопку «Домик» и вернуться на исходную позицию. Итак, давайте же приступим к созданию такой презентации игры. Далее мы с вами начинаем с того, что создаем пустую презентацию. Заходим и выбираем программу PowerPoint, создаем пустую презентацию. Так, в конструкторе мы можем с вами выбрать дизайн, обложку. На заглавной страничке титульной мы напишем название нашей игры, пусть она называется «Мы знаем». Далее создаем пустой слайд. Так. Нужен пустой слайд. И здесь нам нужно сделать перечень категорий, которые будут в нашей игре. То есть мы вот такие вот вставляем, переходим в меню «Вставка» и вставляем фигуры. Такие, например, прямоугольники. Вот. На этих прямоугольниках у нас будет размещаться название каждой категории. Стараемся их делать приблизительно одинаковыми. Разметка данной программы нам помогает в этом.
вот, чтобы расстояние между объектами было приблизительно одинаковым и сами объекты были одинаковыми. Это будет более эстетично. Далее мы можем придать объем данной фигуре, чтобы это действительно выглядело как какой-либо такой объемный, в виде объемной кнопки, например. Так, придали объем. Здесь мы с вами можем написать название категорий, которые будут у нас присутствовать в нашей игре. Так, потеряла мышку. Сказки, допустим, загадки, ну и так далее. Далее мы с вами должны вставить напротив каждой категории, название каждой категории, мы вставляем с вами такие фигурки для... Что ж такое? Выбираем кнопки для того, чтобы так, расположить на них соответствующее количество баллов. Так. Далее. То есть вы можете выставить здесь столько фигур, сколько вопросов у вас будет в каждой категории. Точно так же, как здесь название категории, мы можем с вами тоже сделать их такими объемными кнопочками. Вот. И на каждой кнопке пишем соответствующее количество баллов нашему вопросу. Так, далее мы с вами создаем еще один пустой слайд, на котором у нас уже будет непосредственно вопросы из данной категории. Например, первая у нас категория сказки. Мы можем с вами просто скопировать название категории и назвать, установить ее в качестве заголовка. Далее пишем вопрос, который у нас здесь будет, к примеру, в какой сказке содержится рецепт приготовления блюда из столярного инструмента. Так, здесь тоже можно менять шрифт и так далее, как по вашему усмотрению, размер шрифта, чтобы удобнее было читать деткам. Далее, ответ на этот вопрос я решила изобразить в виде иллюстрации к данному рисунку, которую я подготовила заранее. Так, вот наша иллюстрация, мы ее вставляем в слайд. Подгоняем размер до необходимого нам. Так, для того, чтобы у нас было куда нажать для вызова ответа, мы снова возвращаемся в нашу папку, вставляем сюда такого вопрошающего смайлика. И вставляем сюда же домик, который вернет нас на исходную страничку, на исходную позицию нашей игры. То есть мы ее размещаем так с краешку. Далее переходим непосредственно к анимации. Заходим в вкладку «Анимация». Здесь, выбрав рисунок, мы задаем анимацию для данного рисунка. Значит,
Можем выбрать любую, какая нам нравится. Далее, установив анимацию на этот рисунок, мы заходим в вкладку «Триггер», которая нажимаем по щелчку. И далее у нас область этой анимации — это рисунок 4. Соответственно, вот этот рисунок у нас под номером 6. Значит, мы выделяем этот рисунок, заходим на триггер и устанавливаем триггер на рисунок 6. То есть по клику на рисунок 6 у нас возникнет наш ответ на вопрос. Далее, для того, чтобы, нажав на вот эту кнопку, мы перешли на нужный нам объект, на нужный нам слайд, нам необходимо прикрепить к этой кнопке гиперссылку. Для того, чтобы у нас появился нужный нам необходимый слайд, мы должны с вами перейти, нажав на кнопку 10, мы с вами должны перейти на третий слайд. Слайд под номером 3. Мы выбираем его место в документе, выбираем слайд под номером 3 и нажимаем ОК. Далее, для того, чтобы вернуться с этого слайда на заглавную страничку, мы то же самое проделываем с нашим домиком. Мы его выделяем, заходим в правой кнопкой мыши, кликнув, вызываем меню. Здесь у нас гиперссылка. То же самое место в документе, но теперь мы должны вернуться на второй слайд. На второй слайд. Выбираем его, кликаем ОК. Далее мы с вами сейчас можем проверить, как же это все будет у нас работать. Значит, заходим с текущего слайда, можем проверить. Смотрите, нажимая кнопку 10, мы оказываемся на страничке с вопросом. Нажимая... Ой. Так, мы тут забыли. В переходах надо обязательно снять галочку по щелчку, чтобы у нас при нажатии на пустое место слайда, да, не переходила в разные ненужные нам места наша презентация. Таким образом, у нас появляется вот такая вот игра. При нажатии на кнопку 10 мы оказываемся на страничке с вопросом. И когда мы нажимаем на пустое место, на любое место на слайде, мы не получаем ответа. Но как только мы нажмем левой кнопкой мыши на наш смайлик, получим наш ответ в виде иллюстрации. Для того, чтобы вернуться на исходную позицию к категориям, мы с вами нажимаем на вот этот домик и оказываемся снова здесь. Таким образом, заканчиваем нашу презентацию при помощи всех заготовок, которые сделаны заранее, и получаем очень интересную игру интерактивную, которая, думаю, запомнится вашим детям. Спасибо за внимание. До свидания.